Показатели фонда за 7 месяцев, они, как и прежде, дают основания говорить, что все социальные выплаты будут обеспечены своевременно, все социальные обязательства, взятые перед нашими гражданами, они будут выполнены, поэтому работу в этом направлении не стоит прекращать, надо, наоборот, совершенствовать ее. Законодательные акты в Республике Абхазия, которые подчеркивают особую роль государства в принятии обязательств по оказанию социальной поддержки населения, в том числе через такие фонды, как Фонд социального страхования и охраны труда, обязательно необходимо продолжать искать возможность увеличения по таким обязательствам выплат. Это касается как и тех видов социальных пособий, которые осуществляются через Фонд социального страхования и охраны труда, так и других социально значимых проектов. Поэтому при подготовке бюджета на 2027 год я прошу вас внимательно отнестись к таким расходам, сделать предложение, сначала проанализировать возможности, еще раз подчеркну, чтобы формирование прежде всего всех показателей, как доходов, так и расходов бюджета, они были реалистичны. Меры по оказанию государственной поддержки, они изложены в многих законах. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание в том числе и на закон, недавно принятый о ветеранах Отечественной войны народа Абхазии. Там можно посмотреть, какие меры поддержки через фонд соцстраха можно осуществить, если, к примеру, ветеран является работником, и работодатель осуществляет отчисление в фонд социального страхования. Дополнительная мера поддержки, конечно, будет кстати и вовремя. На самом деле мы уже с 2024 года третий раз индексируем. Самый большой по объему и по количеству получателей вид социального пособия – это пособие при рождении ребенка, родители которых работают. Здесь выплаты, совершенно правильно вы напомнили, они осуществлялись в 2024 году в размере 28 тысяч, с 2026 года 35 тысяч с 1 января и с 1 мая текущего года 42 тысячи рублей. Здесь тоже хотел бы, чтобы вы постоянно вели мониторинг за состоянием, если вдруг уровень необходимо будет индексировать, чтобы вы готовили своевременные предложения. И, естественно, ежемесячно определять потребность с учетом инфляционных процессов, с учетом внешних факторов. Обязательно на это надо обращать внимание. Фонд социального страхования очень действенный инструмент и является важным ключевым звеном в системе органов государственного управления, который обеспечивает реализацию социальной политики. Все виды социальных пособий, которые сегодня финансирует фонд соцстраха, их размер должен динамично индексироваться с учетом обстоятельств, в которых мы живем. Вот. Потому что, как вы в своем докладе отметили, фонд оплаты труда растет, соответственно, мы тоже должны и размеры социальных пособий повышать. Еще раз напомню, что такая задача стоит в послании президента Народному собранию, и мы, естественно, будем придерживаться этому направлению. Поэтому, опираясь на те показатели, которые сегодня есть за 7 месяцев по всем видам поступлений, а также по всем видам расходов социальных пособий, нам точно дают уверенность, что мы идем в рост и будут новые у нас предложения от фонда соцстраха.